С сентября этого года в столице нашего региона на проспекте Ленина стартовали ремонтные работы. Они будут здесь идти вплоть до 2023 года. Капитальный ремонт проспекта разделили на несколько этапов. Ну, вообще, этапность работы у нас предусматривается контрактом. Это значит на 21, 22 и 23 годы на два, соответственно, этапа, вводных этапа считается. Это первый этап, это у нас вот 21-22 год, протяженностью порядка 1,8 километров. Это вот от улицы Кулаковского до здания Лорпа. Второй этап это у нас 23 год. Это у нас оставшиеся участки от улицы Кулаковского, Красноярова и от Лорпа до улицы Хабарова. Мы должны завершить их к концу 23 года. В конце сентября, в начале октября на участке от улицы Кулаковского до улицы Октябрьской начались работы по снятию покрытия дорожного полотна. 7 октября мы приступили к работам по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Данную работу мы разбили на две технологические операции. В первую технологическую операцию входит фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия на толщину 5 сантиметров из 25 имеющихся. Данная процедура нам поможет повторно применить асфальтогранулян при устройстве основания щебеночного. То есть мы используем его как мелкий заполнитель для заклинки крупной фракции, что помогает существенно сэкономить средства бюджетные. Второй этап – это уже механическое снятие старого асфальтобетонного покрытия, оставшихся 20 сантиметров, после чего мы приступим к работам по устройству основания. И вот в конце октября, 28 числа, когда велись работы на участке от улицы Кулаковского до улицы Петровского, дорожники нашли человеческие останки. Ремонтные работы сразу же были приостановлены. На месте дежурили сотрудники полиции и велись следственные работы. Далее было определено, что это историческое захоронение, и на место находок были направлены археологи для раскопок. По предварительным данным, раньше возле казначейства, где-то была Тихвинская церковь, она примерно 1740 года была постройки, деревянная, и сгорела, говорят, в 1813 году. Но это по документам, точно месторасположение неизвестно. И, возможно, обнаруженные остатки человеческие, это, скорее всего, это погоста той церкви. Сложно пока сказать, но по самым таким первым нашим представлениям, это погост 18 века, скорее всего, он принадлежал расположенной неподалеку Тихвинской церкви. Вот здесь на перекрестке, возле перекрестка улиц Петровского и Большой, располагалась деревянная Тихвинская церковь. Она была построена в 18 веке, где-то в середине 18 века. И мы предполагаем, что там появился погост. Как это в то время было принято, возле храма хоронили в первую очередь самых уважаемых, самых достойных людей. В начале археологических работ специалисты думали, что на месте лишь пара захоронений, и работы будут завершены через неделю. Но в последующем они обнаружили еще несколько. Работы усложняются тем, что на дворе уже зима, и вести раскопки на вечной мерзлоте является не из простых. Работа очень тяжелая, потому что, во-первых, уже сверху грунт промерз, потом эта глубина, все-таки уже вечная мерзлота снизу идет, и тут как бы контактная зона. И промерзший слой, и мерзлота, поэтому это очень сложно. Мы уже думаем привлечь даже такие инструменты, которыми в обычной повседневной жизни археологи, конечно, не пользуются. Это лом, кирка, не так часто используются эти предметы. Потому что мы уже примерно представляем, где на этом участке расположены сами погребальные камеры. И вокруг мы, в принципе, можем окопать при помощи, с использованием такой техники, как лом и кайло. И благодаря профессионализму археологов, где основную работу выполняли ребята из студенческого археологического отряда «Деринг», раскопки здесь подошли на финишную прямую. На этом участке 5 погребений мы обнаружили. 2 из них, я уже говорила об этом, в колоде. И они сопровождались христианскими символами личного благочестия, крестиками. Судя по всему, крестики достаточно архаичного такого типа, и, скорее всего, они подтверждают наше предположение о том, что это погребение 18 века. Больше сопроводительного материала в погребениях не обнаружено. Правда, в 2 погребениях обнаружены детали обуви
остатки обуви. И она тоже достаточно такого архаичного типа. Это мягкая обувь, ну, что-то типа поршней, которая встречается, собственно говоря, у русского населения по всей Сибири. И если все пойдет хорошо, то уже на следующей неделе ремонтные работы на этом участке будут возобновлены. Мы производим в рамках наших графиков производства работ. Пока работа на участке порядка 423 метров. Это вот от улицы, значит, Кулаковского до улицы Кирова. В наших планах на этот год произвести работы по, значит, земляному полотну. Замене коммуникаций, соответственно, значит, и обратной засыпки основания. В начале работы многие горожане были недовольны тем, что ремонтные работы начались именно с началом зимы. Во-первых, очень странно, что это снова происходит тогда, когда выпал снег. Вызывает очень много вопросов, честно. Потому что каждый раз... Возможно, это связано с финансированием ремонта, но это странно. Ну, дороги вообще плохие. Я думаю, что это неправильно, что в начале зимы ремонт делают. Качества никакого будет. Ну, вроде делают. Как сделают, тогда посмотрим. Ну, сейчас они, конечно, плохие. Ну, проспект, то, что сделают, это будет очень хорошо. Во-первых, для всех жителей. Потому что многие маршрутные автобусы ходят, многие добираются на работу. Дай бог, что все построили. Я только за, чтобы был ремонт. Прокладка дорожного полотна в этом году не запланирована. Его будут асфальтировать лишь в следующем году, когда растает снег. Так что поводов волноваться здесь нету. Работы по устройству основанию нам как раз необходимо проводить в период отрицательных температур, чтобы избежать грунтовых вод и так далее, осыпки, насыпи. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия будет произведены в 2022 году. То есть на следующий год все асфальтобетонные работы запланированы на первом этапе. Участок от Кулаковского до Дзержинского. Дорожники первый этап капитального строительства проспекта планируют успеть завершить в следующем году к столетию Якутской АССР. Ну, у нас план такой, чтобы все-таки к столетию СССР в следующем году мы центр все-таки нашего города успели преобразить в новый вид. Ну, постараемся, конечно, в полной мере, но сегодня в связи все-таки с тем, что вот происходят у нас некоторые отклонения от намеченных планов в связи с выявлением разного характера тоже дополнительными работами, но, тем не менее, будем стараться подходить к этим срокам. Так что после всех ремонтных работ проспект действительно должен преобразиться. Все провода, которые сегодня мы видим вдоль проспекта Ленина, как и было сказано ранее, должны будут спрятаны под землю, а вдоль дорог планируется установка гранитных бордюр. В рамках капитального ремонта мы все-таки предусматриваем, ну, во-первых, тут примечательно чем-то, что единственный наш на сегодняшний первый единственный объект, это который имеет работу по капитальному ремонту от фасада до фасада здания. То есть мы все благоустройство будем, значит, от стены до стены, чтобы наша главная артерия нашей столицы выглядела современно. Что касаемо новых технологий, применения новых технологий, ну, тут, наверное, в большей степени применение новых материалов, надо сказать. Значит, это, опять же, мы будем здесь использовать гранитный камень для бордюр, для мощения, значит, опоры с антивандальным покрытием. В целом ремонтные работы будут идти даже зимой. Если дорожники успеют до конца этого года оформить часть проспекта от улицы Кулаковского до Октябрьской, его, возможно, частично временно откроют для водителей транспортных средств, но не для общественного транспорта. А пока все городские автобусы ездят по уже намеченным маршрутам.